Доброе утро, здравствуйте. Сегодня 8 октября, Андрей, замечательный день, замечательное утро. Действительно, замечательное утро в студии. Для вас работает Катерина Винокурова и Андрей Погорелов. Приветствуем вас. Почему день замечательный? Наверное, многие из вас уже догадались. Сегодня якутское телевидение отмечает свою юбилейную дату. Ровно 55 лет назад впервые на якутской земле зажглись голубые экраны телевизионных приемников. Поэтому очень можно прям смело говорить, что сегодня общий праздник. Поэтому мы поздравляем всех наших телезрителей, поздравляем всех наших коллег с этой прекрасной знаменательной датой. В нашей компании существует огромное количество редакций, отделов, которые существуют уже много лет. И отрадно, что, как в любой коллектив, на смену ветеранам приходят очень молодые, энергичные и ответственные работники, которые достойно продолжают полувековую историю. Сначала были кинооператоры. Это сегодня мы привыкли называть людей с камерой видеооператорами и видеографами. Первые телеоператоры из местных ребят стали появляться в середине 60-х годов. И начинали они свою деятельность ассистентами. Затем второй и первой категории. Только пройдя эти ступени, человек становился телеоператором или кинооператором. Зато после всех жестких требований из молодых ребят вышли настоящие мастера, которым завидовали даже московские телевизионщики. Тогда учебных заведений-то практически не было, которые обучались бы где бы обучали нашим профессиям. Вот сейчас таких учебных заведений много. Есть у нас ребята дипломированные специалисты. В общем, учебных заведений сейчас хватает, ну и возможностей для самообучения тоже сейчас достаточно. Поэтому у ребят большие возможности совершенствоваться в этой профессии. Начиная работать в небольшой студии, предназначенной лишь для одного диктора, но чудным образом вмещавшая в себя 70 человек, можно ли было себе представить наш сегодняшний павильон на целых 300 квадратных метров? Сейчас мы находимся в аппаратной аппаратно-студийного блока номер 5. Здесь непосредственно вы можете видеть рабочие места у окна творческого персонала, это же места технического персонала. Здесь происходит коммутация источников сигнала, поступаемых с телевизионных камер. Их у нас 5, одна камера у нас на кране. Запуск видеосюжетов, различного материала, медиаданных, да, и также можно увидеть место графического оформления прямых эфиров либо записей. Здесь же мы можем увидеть место звукорежиссера и место редактора. 55 ярких лет – это сотни тысяч отснятых кинопленок и видеокассет. Весь золотой фонд хранится здесь, в святая святых, архиве компании. И сегодня, благодаря технологиям, уникальные кадры 50-летней давности мы можем видеть в цифровом варианте. Общий хронометраж хранилища составляет 7060 часов непрерывного вещания. Интересно, очень много интересного. Через себя пропускаю много информации, много всего интересного. На сегодняшний день во всех отделах компании закреплены достойные руководители и специалисты своего дела. Те, кто продолжают эту полувековую историю и постоянно привносит что-то новое с одной главной целью – наш зритель. Продолжаем наш эфир и напоминаем вам про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262, на который уже поступили сообщения. Да, мы вам не только о нем напоминаем, мы уже начинаем читать эти сообщения. Поздравляют сестру Раису Дмитриевну Исакову с Днем Учителя. И говорят, что она проработала 40 лет учителем. Продолжают люди праздновать. Продолжают праздновать, но мы празднуем 55 лет якутскому телевидению, а кто-то пока празднует до сих пор День Учителя. Доброе утро, передают привет любимой Мичелине. Отправитель пишет, что очень любит, сильно-сильно обожает. Но мы напоминаем, что сегодня такая прекрасная, знаменательная дата, 8 октября, понедельник. Хотим вам сообщить, что сегодня весь день наш канал работает для вас. Большой праздничный эфир до самого вечера. Ваши самые любимые ведущие редактора.
Доброе утро, здравствуйте. Сегодня 8 октября, Андрей. Замечательный день, замечательное утро. Действительно, замечательное утро в студии. Для вас работает Катерина Винокурова и Андрей Погорелов. Приветствуем вас. Почему день замечательный? Наверное, многие из вас уже догадались. Сегодня якутское телевидение отмечает свою юбилейную дату. Ровно 55 лет назад впервые на якутской земле зажглись голубые экраны телевизионных приемников. Поэтому очень можно прям смело говорить, что сегодня общий праздник. Поэтому мы поздравляем всех наших телезрителей, поздравляем всех наших коллег с этой прекрасной знаменательной датой. Доброе утро, свеже проснувшимся, свеже присоединившимся. Сегодня у нас действительно очень много интересных тем. Ну и самая главная тема – это, конечно же, День якутского телевидения. Мы с самого утра получаем поздравления. Даже наши коллеги из других регионов поздравляют нас этим утром. Так, наши коллеги из программы «Полезное утро» из Питера также поздравляют нас сегодня. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. «Полезное утро» продолжает свою работу в прямом эфире. В студии Люба Наливайко. И Илья Михайлов-Соболевский. Ну и самая главная новость сегодняшнего дня. Ровно 55 лет назад в далекой Якутии люди, молодая советская молодежь, смогла увидеть картинку не центрального телевидения, а картинку собственного производства. Но поскольку мы все знаем, точнее работники телевидения, что ни в коем случае ни корреспондентам, ни ведущим нельзя появляться в головных уборах, но ради якутского телевидения, подержи, пожалуйста, Илья. Смертельный номер. Смертельный номер. Надеваем шапку. Якутское телевидение с 55-летием. Хороших вам эфиров. Зрителей Больших тоже рейтингов. поздравляем. Да, больших рейтингов и классных совместных проектов. Ну что ж, всех сотрудников якутского телевидения с днем рождения и всего самого хорошего. И, как говорится, из Петербурга с любовью. Любите зрителей, зрители, любите якутское телевидение, а мы любим вас. Якутяночка моя, чтобы вновь приехал я. Якутяночка моя. Эй! Все знают Лёва Севера. Доброе утро, и мы продолжаем принимать ваши поздравления. Всех работников НВК «Саха» всегда будьте первыми. Спасибо вам большое. С юбилеем всех работников. Желаю всего наилучшего на всем белом свете. Вот такое вот даже поздравление. И будем ждать еще. Я уверен, что их очень будет много. И большое спасибо коллегам из Санкт-Петербурга. Танец был просто классным. Ну что ж, мы продолжаем. И в продолжение темы хотелось бы сказать, что мало кто знает, что в Якутске есть музей истории связи, в котором собраны экспонаты, отражающие большой исторический период, начиная с 18 века до нынешних дней. С изобретением радиоприемника в 20 столетии радио стало прогрессивным видом связи. 7 ноября 1930 года в эфире якутского радиовещания прозвучала первая передача с участием видных государственных деятелей Якутии. Здесь была мощная радиостанция, приемный и передающий комплекс, который обеспечивал радиосвязь и покрывала нашу республику. Вот здесь находятся как раз приемники, которые были в то время. Помимо радио, большую роль в жизни общества играет телевидение. Люди с глубокой древности мечтали о передаче изображений на расстоянии. Свидетельством чему могут служить сказки про тарелочки с яблочками, волшебные зеркала. Спустя много тысячелетий эта мечта стала реальностью. И в далеком, получается, в 1963 году уже появился радиотелевизионный центр в городе Якутске. Телецентр, поначалу я еще был маленький, появились эти маленькие телевизоры, которые собирались, вот у нас 4-квартирный дом, все приходили в одну квартиру, где есть телевизор, маленькие, взрослые, и это видели как чудо. Программы шли небольшое время, там, получается, вечером 3-4 часа первые программы были. Довольно было интересно, увлекательно, но черно-белое. 2 ноября 1967 года в городе Якутск в эксплуатацию была введена первая наземная станция системы «Орбита». И 7 ноября 1967 года телезрители столицы смогли посмотреть первую прямую трансляцию из Москвы. Это получается аппарат
демонстрацию на Красной площади и потом «Голубой огонек». Это, конечно, было удивительно, интересно. Но со временем все продолжало развиваться. Потом появились телевизионные программы, которые уже в цвете. И дальше шло. Но это касается города Якутска. Со станцией «Орбита» связаны основные вехи развития отрасли связи Якутии. С этой станцией также связана подача республиканского телерадиовещания на всю территорию республики. И в 1993 году мы запустили на станции «Орбита», там поставили передающий комплекс. И в числе первых по России и первой на Дальнем Востоке появилась региональная телевизионная программа «Якутия», которая позволила и покрывала всю республику и весь Дальний Восток, что позволило смотреть программу местного телевидения уже по всей республике. Вот так, благодаря самоотверженной работе наших старших коллег, ковалась доблестная история связи, и вместе с ним якутское телевидение. Дорогие коллеги, поздравляю всех с юбилеем республиканского телевидения. Это поздравления ветеранов, связистов, которые развивали телевидение и радиовещание в нашей республике, а также коллег с телекомпании НВК-САК, которые создавали эти программы, которые мы распространяем. С праздником, с юбилеем телевидения нашей республики. Всем доброе утро. Мы читаем ваши сообщения в прямом эфире. Всех работников НВК поздравляют с юбилеем. Все такие молодцы, такие красивые. Ну, мы работаем специально для вас, работаем всегда в прямом эфире. Мы продолжаем наш праздничный эфир. Одно из самых таких достаточно долгих проектов. Целых 12 лет ему в этом году. Это проект «Простые истины». Сегодня у нас в гостях редактор программы Ирина Ганжа. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Доброе утро, с праздником вас. Тоже И вас тоже поздравляем с праздником. конечно. 55 лет якутскому телевидению, 12 лет вашей передачи. Вот расскажите вот историю вашей передачи, как она появилась, идея у кого родилась, кто стоял у истоков создания. Ну, для меня это была очень неожиданная идея, потому что меня пригласил на тот момент наш владыка, епископ Зосима, который только приехал, возглавил нашу епархию. У меня был тогда социальный проект. Большое ток-шоу мы вели с моей коллегой, но он сказал, что нужно делать православное телевидение. И я должна это делать, потому что я в тот момент воцерковилась, пришла в храм, была прихожанкой активной. И мне тогда совсем было как бы это неудобно, потому что времени очень много отнимало. Но он говорил, что будет поддержка. Тогда появился православный телеканал «Глаз». Сейчас это телеканал «Радость моя». Вот, тогда это был единственный телеканал. Он вещал в основном в Москве и в интернете. Там было очень много детских программ. Что самое интересное, там были ведущие, которые ушли вот с центрального телевидения, вот, например, «Спокойной ночи, малыши». Там много известных имен, которые сейчас вот на телеканале «Спас». Сейчас уже несколько каналов. Это и «Союз», это «Спас», это «Радость моя». То есть 3 федеральных телеканала. Они вещают на обычных вот этих вот наших пакетах. Сейчас есть и радиостанция «Вера», которая 4 года. Сейчас уже невозможно представить, что вот 12 лет назад невозможно было представить, что будет так много православного телевидения. И может зритель выбирать теперь. Вот тогда это была наша первая передача, и нас поддерживал вот этот телеканал «Глаз». Нам давали материалы бесплатно. Вот, и мы готовили свой какой-то местный контент, да? А они, значит, нам закрывали оставшийся эфир, да? Потом этот проект... Мы не думали, что он будет такой долгий, он продолжался. Ну, после кончины владыки Зосимы приехал владыка Илья, он продолжал этот проект. Тогда вместо меня работала ведущая Ольга Чемпосова. Я была в декретном отпуске. Но потом я снова вышла, и при владыке Романе, который сейчас архиепископ наш, он продолжил, благословил продолжать этот проект. Он постоянно менялся у нас, проект. То есть это у нас была и семейная рубрика, и вот мы сейчас видим детская рубрика. Детская рубрика, она у нас была постоянной, потому что есть же такая фраза: если ты не будешь с Богом говорить о детях, то всю оставшуюся жизнь ты будешь говорить, не будешь говорить с детьми о Боге, то всю оставшуюся жизнь ты, наоборот, будешь говорить с Богом о детях, потому что это будет постоянная твоя головная боль, эти выросшие дети. Поэтому мы решили, что мы обязательно оставим детскую рубрику «Библия для детей». Ну, а в составе постоянно менялись рубрики, то есть это были и вот семейная рубрика, и сейчас семейная рубрика — это был семейный психолог у нас. Ну, а сейчас мы от этого отошли и сделали более канонические такие вот
православных. Если в целом экономическая говорить, за 12 лет ведь программа все-таки, она очень сильно изменилась, изменился и мир окружающий, и у нас интернет сейчас активно. Вот как это вам сейчас способствует? И вот легче ли было раньше работать, сейчас может быть легче? Вот если сравнивать эти вот времена начала и вот нынешние. Но сейчас уже труднее, потому что, конечно, требования повзросли, когда появились вот эти федеральные телеканалы, где большой выбор, где там такие профессионалы, вообще просто мастодонты, я считаю, работают, да. Конечно, нас очень легко переключить на те каналы, но мы стараемся насыщать именно местной информацией. Вот это новости епархии у нас сейчас такая рубрика, то, что происходит в епархии, и прихожанам многим интересно, и их родственникам, наверное, интересно. Ну и мне кажется, прихожан становится больше. И я думаю, что это еще и благодаря вот популяризации православия. У нас был не только этот проект, но и был проект еще «Беседа о вечном», тоже с архиепископом Романом. Вот. Но сейчас остался по-прежнему только «Простые истины». Ну, идет популяризация. Сейчас фильмов очень много снимает Якутская епархия. Вчера была премьера в Синема-центре фильма «Молящаяся» о чудотворной иконе, которая расположена в Богородицком храме. И все, кто желает, могут прийти и попросить в какой-то тяжелой ситуации, потому что она действительно, там даже ведется запись чудес. И фильм был сделан просто замечательно. Ну вот помимо вас, кто еще работает в проекте? Это те люди, которые остаются вне экрана. За Ну, кадром. это наш бессменный режиссер, конечно, Нина Геннадьевна Бердыева. И у нас, начинали мы когда-то с Татьяной Павловой в самом начале. Это было несколько передач мы с ней сделали, а потом вот появилась Нина, она тогда только закончила университет, приехала к нам молодым режиссером, у нее было много идей, она очень была вдохновлена. И сейчас, вот, по прошествии 12 лет, я на нее смотрю, и она просто горит. Вот. У меня были разные периоды, там и подъем, и спад, и ведущие у нее менялись, то есть она работала и с Ольгой Чемпосовой, и она продолжает гореть. Все равно ей нравится, она что-то постоянно придумывает. А с наступлением нового телевизионного сезона во сколько и в какие дни можно посмотреть проект «Простые истины»? Ну, сейчас у нас поставили очень удачное время, по субботам в 9:30 и в 16:45 мы выходим каждую неделю. Ирина, Ирина, спасибо спасибо. большое. Поздравляем вас еще раз с праздником. Ну, у нас на очереди реклама, но после рекламы сразу в нашей студии встречайте Николь Егорову, Петра Кулаковского и Наталью Колесову. Оставайтесь с нами.